Межведомственная рабочая группа по оказанию правовой помощи гражданам Абхазии, незаконно получивших российские пособия, продолжает свою работу. Создана горячая линия и ведутся консультации с российскими коллегами. Министерство социального обеспечения и демографической политики ведет прием граждан, являющихся получателями данных видов пособий. И в нашей студии начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия. Он расскажет, как продвигается этот вопрос. Ромео, мы рады вас видеть в нашей студии. Добрый день. Итак, вопрос, который многих женщин сейчас в Абхазии волнует. Как продвигается комиссии? Расскажите, на какой стадии? Значит, напомним хронологию, такую небольшую. После того, как была получена информация о том, что наши граждане сталкиваются с определенными проблемами в части нарушения законодательства на территории Российской Федерации, значит, руководством было принято решение о создании данной рабочей группы, которую вы ранее озвучили. Да, на самом деле мы сегодня ведем прием граждан как по горячей линии, также граждане сами к нам обращаются. Нами было установлены факты нарушения законодательства, в той части, что нам также предоставили материалы. Наши граждане, которым были вручены в ходе следственных мероприятий на территории Российской Федерации, самым главным фактором, значит, нарушения в сфере незаконных выплат по рождению и воспитанию детей, ежемесячных пособий, это является тот факт, что отсутствие постоянного места жительства на территории Российской Федерации, что не дает право на получение, значит, данного вида пособия. То есть фактически женщины не проживают на территории России, и это является по законодательству нарушением. Российской Федерации данный вид пособия могут получать граждане, которые постоянно проживают на территории Российской Федерации. То есть один из родителей или же сами дети проживают на территории Российской Федерации. Если данного факта нет, то это считается незаконным выплатом, нарушением. С чем и столкнулись определенное количество, значит, граждан Республики Абхазия, одновременно являющихся гражданами Российской Федерации. После чего нами были проведены, руководством в том числе, были проведены консультационные консультации с российскими коллегами, пути выхода, возможности, какие есть у нас сегодня, во избежании уголовной ответственности, так скажем. Но вопрос является очень сложным, так как нарушено законодательство Российской Федерации, то есть нарушены нормы закона определенные. И руководством Абхазии было принято, значит, такое решение о создании данной рабочей группы и о приеме граждан, которые столкнулись с данной проблемой, для того, чтобы максимально мы могли оказать правовую помощь и также наметить в дальнейшем уже пути выхода из сложившейся ситуации. Проблема, она очень серьезная и, мы как предполагаем, носит такой более масштабный характер, что для нашей республики является неприемлемым, и мы со своей стороны вовлечены в весь процесс. Подробности следующие. Это то, что мы провели определенные переговоры, наметились определенные пути выхода, о которых сейчас пока рано говорить. Но в первую очередь, что необходимо для решения этой проблемы, это то, что как минимум мы должны знать информацию о наших гражданах, кто, какое количество, какой период и по каким регионам, значит, Российской Федерации, наши граждане получали тот или иной вид пособия, который сегодня, как уже установлено, является нарушением законодательства. С точки зрения людей, которые боятся идти, записываться в эту комиссию, я могу сказать, потому что говорят люди о том, что зачем нужно идти вписываться, если наши данные уже есть, если система, допустим, российская видит, если это нарушение законодательства, если факт нахождения на территории России, определенное количество дней, этот факт уже установлен, это не совсем понятно для них.
Хочу нести в этой части ясность такую, что Республика Абхазия не обладает базой данных получателями данного вида пособия на территории Российской Федерации. Потому что это данные граждане, которые являются гражданами Республики Абхазия, одновременно являются гражданами Российской Федерации. И они устанавливали, значит, данный вид пособия как граждане Российской Федерации, а не как граждане Республики Абхазия. Ввиду чего Республика Абхазия не обладает информацией о гражданах Российской Федерации. То есть это информация о их гражданах? Да, о гражданах. Это информация получателей ежемесячного пособия гражданов Российской Федерации. Естественно, у нас не может быть такой базы данных другого государства, да, так скажем, в данном случае, да, Российской Федерации. Это так же, как в Российской Федерации нету базы данных получателей абхазского вида, граждан Абхазии, получателей того или иного вида пособия на территории Республики Абхазия. Ввиду чего мы просто не обладаем этой данной. И, естественно, ни у одной из республик нету и доступа к этой информации как такового. Ввиду чего нам необходимо, то есть тот факт, чтобы мы знали о гражданах Республики Абхазия, одновременно являющихся гражданами Российской Федерации, у которых присутствует данный факт нарушения законодательства. То есть эта база нам необходима. Необходима для того, чтобы мы в дальнейшем уже приступили к определенному решению той или иной направлении. Вот. Вопрос нужно решать. Вопрос очень серьезный, как ранее я уже говорил. Сложный, во-первых. Вот. И первоначальный этап – это информационная составляющая часть, которая нам необходима, чтобы понять масштабы и наметить уже один из тех путей, который сегодня, да, вот, рассматривается. Вы сами сказали, что проблема серьезная и масштабная, но вот по количеству обращений, если посмотреть, не так давно вы озвучивали цифру в 200 обращений. Сейчас картина как-то изменилась? Картина, да, меняется ежедневно, но очень-очень медленным темпом. Быстрота решений, позволю себе так предположить, что будет зависеть от быстроты обращения наших граждан. От количества. От количества, да. И чем быстрее, скорее всего, возможность решения проблемы будет намного быстрее также. А горячая линия, вот часто ли звонят с просьбой проинформировать, проконсультировать? Да, по горячей линии уже все реже и реже звонки, конечно, поступают в части консультации. Вот, но, конечно, да, по горячей линии тоже обращаются. Это те люди, которые, допустим, не в черте города живут, сперва хотят узнать информацию, а потом уже приходят к нам. А вот количество уголовных дел или количество граждан, которые с проблемами столкнулись, вы можете эту цифру озвучивать, эти данные? Ну, из количества уголовных дел я могу только говорить о тех людях, которые непосредственно к нам обратились. Вот. Ну, это около 10 человек. Но с учетом хронологии нарушений, то есть они идентичны еще с теми гражданами, которые еще пока что либо... Как вы можете им помочь, вот гражданам? Сейчас есть какая-то мера отсрочки, отложить, дать возможность, может быть... К сожалению, мы в полном объеме какую-либо там помощь на территории Российской Федерации не можем им оказать, так как нарушено законодательство Российской Федерации, не Республики Абхазии. Там действуют определенные свои процессуальные нормы. Пытаемся оказать правовую помощь в части там, консультаций с нашими адвокатами и так далее. Они находятся, значит, на личном контакте. Уже мы с теми гражданами, которые завели уголовные материалы или на следственных мероприятиях уже находятся на территории Российской Федерации. В общем, вы готовы правовую помощь оказывать. Вот если с гражданами, да, возникнут проблемы, могут ли они, как они могут они к вам позвонить? Или... На горячую линию, оттуда мы уже перенаправляем, значит, адвокатам, адвокатскую палату Республики Абхазия, где они уже дают правовую помощь, насколько им позволяет норма. Я прямо хочу задать вопрос по поводу вот опасения женщин. Некоторые женщины говорят, что а вдруг меня в этом списке нет, а я сейчас передам свои данные, вдруг эти данные потом попадут к российской стороне.
И вот эти опасения, они звучат в обществе. Позиция, понимание вещей, то есть ранее, сейчас я вот в формате того, что не конкретизировать, да, какого-то, там именно, да, вот гражданина какого-то лица, те люди, которые вот такое мышление, значит, они в свое время, когда назначались на данный вид пособия, уже предоставили всю необходимую информацию о себе, то есть все свои данные. Уже у органа, который ему установил, то есть все паспортные данные, место жительства, все данные уже и так есть. Но у нас не стоит задача перед сбором информации и передачи куда-либо. То есть это не решение проблемы. Мы сегодня создали рабочую группу, и ведется соответственно, переговоры с коллегами с целью решения проблемы. Но передача каких-то данных, оно не является решением проблемы как таковой. И цель такая, она абсолютно не стоит. И Республике Абхазия передавать ту информацию, которая уже есть, как бы, то есть, не видим... Нет никакого смысла и логики вообще. Ну и главная цель, вот мне хочется, чтобы вы еще раз объяснили гражданам, что эта комиссия создается для того, чтобы решить помочь. проблему. Да, проблему надо решать. Проблема на самом деле, вот, она очень сложная. То есть каждый, может, не все понимают, да, сложности того, но на самом деле проблема с правовой точки зрения, она тоже очень сложно решаемая проблема. То есть там не так все может со стороны казаться легко, там на самом деле очень сложные вопросы стоят. И государство, наоборот, хочет решить эту проблему граждан. К главе государства обращались ни разу, да, граждане там и на встречах были. И принято вот решение, но у каждой проблемы есть определенные этапы. То есть не решается все одним разом, нужно поэтапно решать. И первый этап, это было принято решение о создании реестра наших граждан, для того, чтобы понимать, во-первых, масштабы, сложности и так далее. То есть государство всеми возможными, находит возможные пути для решения и выхода из данной ситуации. Как я понимаю, государство будет опираться на вот этот список, который у вас будет, который сейчас есть, сформирован, и по этому списку будут вестись консультации, переговоры с Россией. Мы от этого списка будем отталкиваться от той или иного пути выхода из ситуации. То есть это будет как бы основа первого этапа решения проблем. Ну, тогда хочется, чтобы люди понимали, да, что нужно прийти, обратиться. И исходя из вот этого перечня, да, данных, которые у вас будут, вот вы по ним будете решать вопросы. Те, которые могут не обратиться, их вопрос... Понимаете, как если не заявить о своей проблеме, мы об этом можем и не узнать. И о данном гражданине тоже можем не узнать. Я как ранее до этого говорил, сейчас есть определенные пути выхода из ситуации. Все будет видно чуть позже, после того, как мы уже будем сами владеть полной информацией о наших граждан. После уже будет понятно, по какому направлению нам дальше двигаться. Учитывая, что когда нарушены правовые нормы, опять-таки, это сложный процесс. Это сложный процесс, но если начнутся консультации вот по этим спискам, о котором мы говорим, возможно, часть граждан с российской стороны пока не попали в поле зрения, допустим, правоохранительных органов по разным причинам, но после обсуждения, после консультации, если все-таки вопрос удастся решить, они могут выпасть из этого вопроса, и у них могут уже после возникнуть проблемы. Вот так я понимаю сейчас, если вот не обратиться, что люди максимально должны заявить о своей проблеме сейчас, чтобы по быть нашей услышанными. информации, да, Российская Федерация выявляет нарушения и применяет, значит, все свои правовые нормы. Законные санкции. Да, естественно. Вот. И тут не в зависимости, граждане Абхазии они или не граждане, или еще другой какой-то республики или страны граждане, в первую очередь норма нарушена именно гражданином Российской Федерации. И, как говорится, при таком нарушении, естественно, будут применяться определенные санкции в отношении граждан, нарушивших закон. То есть это стандартная процедура не только Российской Федерации, а во всем мире, как бы.
И тут мы не являемся исключением также. И если возникла проблема, об этом нужно нам сообщить, об этом нам надо говорить, о том, чтобы именно по конкретному гражданину возможно было максимально оказать содействие в решении проблемы. Если мы о гражданах не будем знать, то мы впоследствии, возможно, мы вообще не сможем никакую помощь оказать. Пока вот есть возможность, нужно этой возможностью, естественно, воспользоваться. То есть эта проблема, она общая, она не чья-то отдельно, и эту проблему нужно решать совместно. В данном случае выход очень сложный, но он такой вот поэтапный. Ну и самое главное, вот в завершении нашего разговора, сейчас комиссия эта создана для того, чтобы помочь найти пути выхода. И ни в коем случае речь не идет о передаче каких-то данных. Нет, о передаче данных вообще как бы я даже не предполагаю, откуда, да, вот могла это, такой вопрос вообще мог быть возник. В эту рабочую группу входят, значит, следующие ведомства, это МВД, СГБ, Министерство юстиции, депутаты парламента, представители Кабинета министров, Министерство социального обеспечения. То есть эта группа, она для того, чтобы максимально оказать содействие в помощи нашим гражданам. Ромео, последнее. Сейчас сколько у вас обращений на вот сегодняшний день? От той цифры, которую вы ранее озвучили, 200, мы недалеко ушли, около 250 человек. Вы говорите, что масштабная проблема. Ну, примерно по вашим данным, да, неофициальным, можно сказать, вы видите, сколько человек звонит, сколько человек приходит, консультируется. Звонков больше, чем самих обращений. Вот, как мы сегодня понимаем, там образно, да, там из 10 один мог позвонить, остальные могли не позвонить и не заявить, как бы о себе не сообщить. О них мы просто не знаем. То есть о тысячах граждан идет речь? Возможно. Ромео, благодарю за информацию. Будем дальше следить за тем, как будет решаться этот вопрос. И будем надеяться, что и люди, которые эти пособия получали, они услышат эту информацию и придут в Министерство социального обеспечения со своими данными. Спасибо. Нашим слушателям напомню, в нашей студии был начальник правового отдела Министерства социального обеспечения и демографической политики Ромео Черкезия. Мы говорили о работе межведомственной рабочей группы по оказанию правовой помощи гражданам Абхазии, незаконно получивших российские пособия.